Правком ТВ решила попробовать себя в новом формате. В рубрике «Профньюз» мы будем рассказывать о событиях нашего вуза за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Туристический день в рамках недели первокурсника, мастер-классы в рамках набора в команду Правком ТВ, интервью с вице-мисс студенчества 2017. Ребята, вы где? Надо было лучше готовиться к туристическому дню. Настоящим туристом быть не так просто. Нужно уметь ориентироваться на местности, преодолевать препятствия и работать в команде. Умеют ли все это наши первокурсники, покажет туристический день. В Башкирском государственном университете прошли туристические соревнования, которые дали старт долгожданной неделе первокурсников. Команды всех факультетов проходили различные испытания, которые подготовили для них организаторы. Данный туристический день, который мы проводим в этом году, совпал с Международным днем туризма. Поэтому мы свой праздник профессионально проводим это мероприятие. Цель – пропаганда туризма, чтобы ребята занимались туризмом, здоровый образ жизни вели и приходили в наш турклуб. Всего им нужно было пройти 11 контрольных пунктов, на 5 из которых их ждали интересные задания: тарзанка, стрельба из рогатки, вертикальная и горизонтальная паутины, параллельная переправа. Во время прохождения всех этапов ребята проявили находчивость, ловкость и целеустремленность. Участники выложились по максимуму и с достоинством завершили испытание. Мероприятие довольно-таки впечатляющее. Тяжеловато было бежать в гору, сплачивает команду и заряжает немножечко. Все было очень классно, и мы благодарим за такое мероприятие, потому что мы все сплотились, друг друга не знали. Я корреспондент. Добрый день. Вот. Ты меня не знаешь, я не знаю. Меня зовут Марин Ахит. Меня зовут Тимур. Тимур, расскажи, пожалуйста, как тебе? Как тебе? Как мне? Мне очень хорошо. Мне по кайфу. Очень прекрасно все. Атмосферно, лес, свежий воздух. Что было самое сложное? Сплоченная команда, вот мне кричат просто. Вот что за кадром происходит, держите. Как работаете? Вам знакомы слова стендап, лайф и тон? Нет? Тогда вам срочно нужно посмотреть сюжет о мастер-классах в рамках набора в команду Правком ТВ. Последующие 2 дня после квеста были организованы различные мастер-классы, которые помогут новоиспеченным участникам в работе студенческого СМИ. Советы начинающим фотографам дал фотограф университетских и республиканских мероприятий Анна Нестерова. Провели сегодня мастер-класс по фотографии, рассказала ребятам, что такое фотография, что такое композиция, рассказала о технике, как быть хорошим фотографом. Работу корреспондента и телевизионной команды в целом обсуждали на лекции корреспондента и ведущего теле- и радиопроектов телеканала «Тамыр», руководителя пресс-службы Башро МО РСО Азили Мулюковой. Для меня это был очень большой опыт, потому что вести мастер-класс еще это очень ответственно. Я очень сильно переживала, боялась, но мне кажется, все прошло хорошо. Я надеюсь, что все ребята поняли, точнее, то, что я сказала. Своими знаниями в области операторского мастерства поделился креативный директор Правком ТВ, известный видеограф Уфы и Республики Руслан Насибуллин. Но сегодня с ребятами мы поговорили о том, что такое фотоаппарат, о том, как он устроен, и мы обсудили некоторые нюансы самой видеосъемки и нюансы того, как снимать репортажи для Правком ТВ. Но я бы хотел пожелать участникам следующее: никогда не сдаваться, идти всегда вперед. Ребята получили огромный опыт, и теперь остается пожелать упорной и креативной работы в команде Правком ТВ. Азалия Гизатуллина, Аделина Контюкова, Динара Шафигуллина, Динар Халимов, Наталья Любанская специально для Правком ТВ. Вы спросите, почему я так иду? Все дело в том, что совсем недавно наша студентка стала вице-мисс студенчества 2017. Может быть, и мне повезет в следующем году. По итогам финала Всероссийского студенческого конкурса интеллекта, творчества и спорта обладательницей титула вице-мисс студенчества России-2017 стала студентка Башкирского государственного университета, факультета башкирской филологии и журналистики Зухра Мухарямова. Здравствуйте, Зухра. Здравствуйте. Сначала хотелось бы, конечно же, узнать, как вы долго шли к победе и что вас подтолкнуло на участие в этом конкурсе.
Я за конкурсом наблюдала очень давно. И так как я являюсь воспитанницей студии Ленары Тагировой «Хэллоукай Баш Бьюти» уже как 2 года, эта студия выпустила очень титулованных девушек, таких конкурсов, как «Мисс Россия», где заняла у нас Альбина Ахтямова 2-ю вице-мисс, королева студенчества стран ШОС и БРИКС Гульнур Зинатова, студентка России Алсума Блиханова. И теперь настал мой черед побеждать. Я добился успеха на конкурсе «Мистер студенчества России 2017». Не только красоты, но и таланта, спорта, грации. Мы сдавали нормы ГТО, готовили творческие номера. Был интеллектуальный конкурс, где я взяла титул «Мисс Интеллект». Что касается непосредственно вашего самого главного приза, это корона на вашей голове. Кто ее вам вручал и вообще какие были впечатления, эмоции на сцене в этот момент? Когда мы стояли на сцене, все 50 участников, волнение зашкаливало. Это и страх, и радость, все в одном. Ты не знаешь, что будет с тобой. Друг называет твое имя. Я была не то чтобы счастлива, это не описать словами, правда, не передать. Навала меня как раз-таки наша башкирская красавица Гульнур Зинатова, королева студенчества стран ШОС и БРИКС. И хочу выразить огромную благодарность своей родной студии Ленары Тагировой «Хэллоукай Башкирин Бьюти», девочкам, которые мне помогали, друзьям, родным, своему району и всем, кто был со мной. И, конечно же, родной университет. За то, что вы были со мной, за то, что поддерживали, понимали, верили в меня, болели, вместе со мной переживали этот конкурс. Спасибо огромное. Я вам очень-очень сильно благодарна и навсегда запомню эти моменты, эти воспоминания. Примите наши искренние поздравления от всей команды Правком ТВ. Дальнейших вам успехов. Спасибо в этой области. Вы молодец. Спасибо.